Дозня барыш. Мы разделили в 2009 году Республику Башкортостан и назначают туда руководителей и страны. Основной проблемный сектор достался моему советнику, депутату Государственной Думы Адаму Султановичу Туканову. Это границы Ингушетии. Вот мы, когда мы доходили туда, мы помним, что было там. И сколько там были банд-группы, и как они вели себя. Там ни одного солдата, офицера не было. Мы со всеми структурами, и во главе и внутренние войска, зашли туда и поломали хребет, там уничтожили всех, и далее в плен взяли, задержали, как сказать, вот, министра обороны Эмирата Кавказа Махаури. Вот, мы слышали его записи, как он призывал, как он воевал, как он называл нас и обзывал. И мы видели его после задержания, как он каялся, говорил, что то же самое, что на нас говорил, насчет Умарова, насчет своих там одиозных там главарей. Там. И вот такие они верующие муджахиды, вот такие они сильные, храбрые, вот так они призывают вот, к джихаду. На самом деле джихаду там никогда не пахло, они и есть, остаются вот, кучка шайтанов, которые предали нас, в первую очередь чеченцев, мусульман, и предали нас они Западу, и Запад их финансирует. Я вот слышал последние записи, я уверен, что у вас нет этих записей, которые тетка Умаров плачет и говорит о своем безвыходное положение. Да? И вот, на сегодняшний день он даже не может сидеть на одном месте, он это там говорит. Вот не знаю, что случилось, и я не могу даже сидеть на одном месте. У меня везде хребет, он думает, что мы все находимся в горах, и мы там микроволн рядом с ним ходим. Он до того Аллах его напугал, это, и я считаю, что его Аллах наказывает, ему сроки его, там, дни его сочтены, и поэтому смерть его должен быть самым жестоким. Почему? Потому что он убивал женщин, стариков, духовенство, не спрашивая их, что болен, там, что жена, ребенок. Вот, и их теракты показывают, что для них нет задачи, чтобы вот, чтобы люди жили спокойно, чтобы люди получали образование, чтобы люди развивались там, и поднять экономику в республике. Там. Он ведет политику уничтожения населения, политику уничтожения общества. И вот с такими лозунгами, с такими там, действиями он показывает на самом деле, кто он такой. Мы вот правильно ему придумали кличку там шайтан, да, там, вот бандит, там боевик, там, это не правда, они есть, если шайтанами. У шайтанов есть тоже задача, чтобы помещать мусульман, чтобы они жили, чтобы нарушать семьи, чтобы вот, убивать там вот, то же самое тоже. Поэтому я призываю вас, каждого национального, я вас почти 99% лично знаю, и назначениях ваших участвовал. Поэтому я вас попрошу, чтобы вы более в 2010 году, вот в это время, вот, пока у нас вот, для охотника снег это самый успешный, знаешь, вот самый приятный бывает. А мы сегодня должны стать охотниками, должны охотиться и закончить раз и всегда с ними. Тахан республика Ариент Ирхилла Зааш Ишт Ломар Квас Шукиш, Эли президент Вайда Гахду Ломар Квас Шка Курортин Баш Квал, Цар Этто Бирбу, Ярчкарда Хартода, Республикин экономика Кио. Ики Маш Хилар Чу Харч Гуллахин Министерством Белхлош, Шайбуах Цханберта Табахарду. Я был в горах, и тут с Шахтойским районе. У нас очень красивые места, я вас благодаря вам мы сегодня уже начинаем строить курортные зоны. Вот скоро будем кататься на лыжах в горах и Туркале.
И это будет в ближайшее время. И благодаря вам у нас инвесторы вкладывают огромные средства. У нас строят в 2009 году около $1 миллиарда были вложены в республику инвесторов. И на 2010 год больше миллиарда уже есть инвестиции. Это проекты других государств, проекты наши, инвесторы других государств. Это поддерживается федеральным центром. И четкие поручения нашего председателя правительства Владимира Путина всем предыдущим банкам поставили четкие задания, чтобы они тоже участвовали в экономической жизни нашей республики. И они уже подписали соглашение большинство банки, они уже выбрали себе проекты, они уже будут вкладывать в республику средства. Это все благодаря вам. Вот сегодня вот мы открываем, если открываем больницы, школы, спортзалы, вот, это тоже благодаря вам. Я вам хочу сказать большое спасибо, дай Аллах, чтобы вы получали в жизни тоже удовольствие, счастье, семейное благополучие и в работе, и везде способствовала удача. В любое время, вы знаете, вы большинство, я тоже подчеркну, вы знаете мой личный телефон, и вы можете и приезжать в любое время ко мне, и мы можем обсудить любые направления, и я всегда ваш покорный слуга, дай Аллах нам удачи. Халк ечдела иштlerin yol operatsiya вайндар доч чакца yol шеди 43 яш кылхын вайна ости элер Кадыров Рамзан вайиш яс уш битсба вайнт яду цендю залшгода долда. Мы не забываем тех ребят, которые погибли, вот, погибали, защищая наш народ, религию, ислам, и благодаря их смелости, благодаря их решительности мы сегодня существуем. Да, мы всегда должны, каждый командир, если он командир, если он мужчина, если он мусульманин, он должен посещать семьи погибших своих сотрудников и изучать их проблемы и обращать внимание, обращать внимание, не просто обращать, а вы должны содействовать, и если вы будете выявлять, что необходимо, а я буду помогать в решении их вопросов. У нас сегодня есть возможность, у нас есть общественный фонд имени первого президента, у нас есть и фонд президента Чеченской Республики. Мы можем помогать, мы можем содействовать, как и мы делаем всегда. Да, удачи, Руслан Шарович, именно вам и всем сотрудникам МВД России по Чеченской Республике. Алханов Руслан Шейх Амеляди Тиргул Бельчар министерствон Яхарчхена Хилч Кимях Хокшарах Коч Дадаглятин Чух Ши министерствон Белхан Махадуш Алханов Билгал Дехкер Мялбах Кихи Машхилля МВД Дагая Царах Туамбин Ам Ишт коллеги Билгал Дехер Нохчи Республикин Чуй Харчгуллакин министерствон Угари Дюнал Долу Белхуэн Россия Федерацин Чуй Харчгуллакин министранц Эрах Цаньелер Стагал Он Халгайтар Медалш Ишт Республикин Лаккар Соугат Кадыров Орденелер Нохчи Республикан Чуй Харчгуллакин министерствон Белхуашна Дагестанан Чуй Харчгуллакин министран Искайлхин Чултя. Указ президента Чеченской Республики. За заслуги в деле защиты Отечества, значительный вклад в дело укрепления мира награждается орденом Кадырова посмертно Магомед Тагиров Адильгерей Магомедович, генерал-лейтенант милиции, министр внутренних дел Республики Дагестан. Награда передается сыну погибшего Магомед Тагирову Арсену Адильгереевичу. За заслуги в деле защиты интересов Отечества, успехи в поддержании законности и правопорядка на территории Чеченской Республики награждаются орденом Кадырова Бакшиев Умай Салаудинович, капитан милиции, начальник отдела внутренних дел по Виленскому району Чеченской Республики.